Как Евкуров опередил Кадырова? Первый горнолыжный курорт открылся сегодня в горах Ингушетии. Открытие трассы и лечебно-оздоровительного комплекса Армхи, рассчитанного на 240 мест, откладывалось несколько раз из-за погоды. Но, впрочем, как вы видите на своих экранах, и в этот раз погода, не сказать, чтобы помогла торжественно открыть трассу, снегом в ингушском курорте и не пахло. Несмотря на это, Юнусбек Евкуров остался вполне доволен, но, по крайней мере, судя по его интонации, он скромно пообщался с гостями, не сказать, чтобы их было много, но и также ответил на вполне логичный и предсказуемый вопрос: не помешает ли развитию туризма в Ингушетии, мягко говоря, неоднозначный имидж этой территории? Давайте послушаем. Я первый раз слышу, что у нас не самый лучший стереотип, как не безопасный, но безопасный в полном смысле слова регион. И то, что сегодня по аналогии предыдущих годов это все показывает, естественно, в любом случае, как бы мы тут не хвалились безопасностью, естественно, темы есть. И те, которые сюда едут, они в первую очередь об этом думают, к сожалению. И идея создания курортов Северного Кавказа и главная цель создания этого курорта, одна из целей, задач, которые ставят курорты создания Северного Кавказа, это именно разрушить вот эти стереотипы. Логично, что вместо каких бы то ни было представителей организации курорты Северного Кавказа, не с их проблемами сейчас ездить по торжественным мероприятиям, тем не менее на запуске пока еще не трассы, а канатной дороги был Леонид Тягачев. Вот видите, он сидит рядом с Юнусбеком Евкуровым на торжественном приеме. Ну и, как я уже говорил, канатная дорога рассчитана на 240 человек. Не сказать, чтобы гигантский курорт, но, в общем, первая длина горнолыжной трассы 1200 метров, а 600 метров – это длина двухкресельной канатной дороги. Паш, насколько я помню, ты недавно был в Чечне, с которой как раз вот так негласно соревновался. Контрастирует драматически, то есть по всем пунктам. Не знаю, можем ли мы видео показать. Готовы ли? Ну вот давайте посмотрим. Вот смотрите, если мы сейчас перейдем на общий план, тут Рамзан Кадыров. Скромный этот разговор, скромным назвать нельзя. Но людей явно больше, чем на открытии. Это похоже было на огромную дискотеку. Или даже на репетицию открыть. Никита, я бы так сказал. Посмотрите, репетиция открытия Олимпийских игр в Сочи. Заявка на победу. Причем добирались мы туда на грузовиках «Урал» с решетками на окнах, такие автозаки. Если кто видел там на Болотной площади или на Триумфальной. Вот. Ехали 3,5 часа. То есть дороги нет. На самом деле никакого снаряжения, то есть канатной дороги тоже нет. Слушайте, но по сравнению с вот тем, что мы сейчас видим, Юнусбек Евкуров, он не то что аскет, а это вот один из организаторов этого мероприятия, из той компании, которая это все делала. Бюджет она мне не назвала, но сказала, что это было 3 самолета Ил-76 и 40 фур из Москвы в Чечню. Это все привезли и смонтировали буквально за 2 месяца. Видите, тут и огни, и ведущие мировые звезды в вот этих артистических, как это называется, видах спорта, типа фристайл? Ну, артистический фристайл. Не спортивный, а артистический фристайл. Ну, в общем, суть одно и то же. То есть такие цирковые фактически выступления. Продолжалось это шоу около 3 часов. Поили глинтвейном. Было очень холодно, потому что были смонтированы временные палатки. То есть там нет ни одного капитального строения. И, как говорят, все-таки снег был тоже завезен. Ну, завезенный снег – это, в общем, нормально в мировой спортивной практике, но контраст действительно поражает. Фантастика. Насколько скромно открывают в Ингушетии трассу и насколько помпезно, не открывают. Это абсолютный софт. Трассу в Чечне. Абсолютный софт. Это ведучий. Прекрасно.